В отношении известного адвоката Бузурмерга Yorova возбуждено новое дело. В Согде проливные дожди вызвали сходы сели, жертв разрушений нет. Горно-Бадахшанская автономная область выполнила военный призыв за один день. Посол России рассказал, где будет размещено ядерное оружие в Беларуси. По сообщению источника ПАЕМ в отношении известного таджикского политзаключенного и адвоката Бузурмерга Yorova возбуждено новое дело, и он переведен в СИЗО. Источник сообщает, что, скорее всего, против Бузурмерга Yorova заведено новое дело по статье «Мошенничество», что добавит ему еще 6-7 лет лишения свободы. По словам источника, Бузурмерга Yorova перевели в изолятор временного содержания по его собственному желанию. Находящийся в заключении адвокат потребовал, что если в отношении него объявлено новое обвинение, пусть его переведут в изолятор временного содержания до суда. ПАЕМ не удалось узнать мнение родственников Бузурмерга по этому поводу. В ноябре 2022 года Бузурмерга Yorova на 2 года перевели в так называемую крытую тюрьму. На официальном сайте фонда Бузурмерг, который ранее сообщил новость о его переводе в крытую, сообщается, что адвокат Бузурмерг Yorova подвергся жестоким пыткам со стороны сотрудников колонии, пока находился в штрафном изоляторе, в результате чего он был госпитализирован вечером 23 ноября 2022 года. За прошедшие сутки в результате проливных дождей, которые вызвали сели, был нанесен ущерб некоторым районам Таджикистана. По данным КЧС Таджикистана, вечером 2 апреля грязевая масса, образовавшаяся в результате осадков, накрыла территорию 3-го микрорайона по улице Зухал, новые участки, местную дорогу и несколько подвалов жилых домов города Худжанда. В это же время проливные дожди стали причиной схода сели на территории сельского джемата Юваба Бадюнгафуровского района. В результате пострадали 2 километра дороги местного значения, частично подтоплен 1 жилой дом, 2 коровника и часть сельскохозяйственных угодий, в том числе абрикосовый сад, сообщили в КЧС. Сход сели также зафиксирован на территории сельских джематов Дихмой и Гульханджа Барасуловского района. На территории сельского джемата Чорку города Исфара грязевая масса накрыла около 300 метров дороги местного значения, отмечает ведомство. Такая же грязевая масса сошла на автотрассу Душанбе-Чинак. В результате стихии жертв нет, сообщили в КЧС. Горно-Бадахшанская автономная область первой выполнила весенний призыв юношей в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. Об этом сообщает госагентство Ховар. По этому случаю 1 апреля с участием руководства Горно-Бадахшанской автономной области и ответственных лиц городов и районов, органов правопорядка, солдат и новобранцев, родителей, ветеранов труда, руководителей, работников ведомств и учреждений состоялась церемония проводов новобранцев. Вначале от Парка Победы до площади музыкально-комедийного театра имени Назарова в Хароге состоялись массовые шествия с привлечением широкой общественности. В Таджикистане с 1 апреля стартовала кампания по весеннему призыву в армию. Ядерное оружие в Беларуси будет придвинуто к западным границам союзного государства. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов. Он напомнил, что хранилище для размещения тактического ядерного оружия будет подготовлено до 1 июля. Оно будет придвинуто к западным границам нашего союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности, заявил посол в эфире белорусского телеканала СТВ, отметив, что это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США. Напомнив о размещении американского ядерного оружия в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции, Борис Грызлов заявил о необходимости паритета. Должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего союзного государства, заявил он. Россия и Беларусь – это территория союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие, сказал Грызлов. По его словам, страны, где США разместили ядерное оружие, рассматриваются Вашингтоном как марионетки, а у Москвы и Минска – единое пространство. О том, что Россия разместит в Беларуси
тактическое ядерное оружие президент Владимир Путин объявил 25 марта. США признаков его размещения не видит.